над этим законопроектом, который вы нам прислали на 38 листах, там должны компетентные люди этим заниматься. Я в этой области не специалист. Ну, у нас есть молодые ребята с соответствующим образованием, они очень долго над этим документом работали. И предоставили, мы созвали политсовет, они когда уже с готовыми предложениями и изменениями в законопроект, на их взгляд, мы обсуждали 2 раза. Ну, на втором заседании мы определились, все отражено на бумаге, мне трудно будет там такие изменения, я попросил или бумагу мне дать, или сам все зачитал. Мне тяжело чуть-чуть говорить, если я знал, что такой формат сегодня, я авторов этих, у нас единогласно принято не о 30 тысячах апартаментах, а на 21 остановился наш полицейский. Но это за основу брать абхазское общество не будет, наверное, готовы депутаты и еще другие организации. Я чуть другое мнение было. Ну, да, но большинство проголосовали да, там человек 5 в каком виде принято. Ну, поэтому 2 месяца работали над этим документом. Все одного мнения не могут быть. И пришли к такому результату, что мы проголосовали. И там изменения очень интересные есть. Я хотел бы, чтобы вы зачитали люди, да? Одно из предложений сводится к тому, чтобы уменьшить квоту, то есть, как вам известно, да, как вам известно, изначально было 5000, квота 5000 апартаментов на район, но на Сухумский город Сухум 5000 совместно. То есть здесь иное предложение. То есть первое, общее количество апартаментов на всей территории республики не должно превышать 21 тысячу. При этом Нагагорский район 2000, Гудаутский район 3000, Гулрибский район 3000, Ачимчирский район 3000, Кварчальский район 5000, Гальский район 3000. Так, понятно. Тут еще также очень интересный пункт, на мой взгляд, смотрю статью 3 проекта закона пунктом 5 следующего содержания. В случае, если строительство имущественного комплекса привело к превышению лимитов количества апартаментов, указанного в пункте 3 настоящего закона, такой имущественный комплекс не подлежит вводу в эксплуатацию, а право собственности на объекты недвижимости, входящие в состав данного имущественного комплекса, не подлежат государственной регистрации. Также очень всех прошу на самом деле подумать над этим предложением. На мой взгляд, оно очень интересное. Или переходит в собственность государства. Ну, это примерно... Интересное предложение, понятно. Да. Также хотел бы еще озвучить ряд предложений со стороны политической партии Амсара. Апарт-отели строятся в рамках имущественного комплекса, состоящего из одного или нескольких, но не более 50 апарт-отелей с прилегающим земельным участком в выделенных границах. Также, на мой взгляд, очень интересное предложение. Это для того, чтобы не создавались огромные территории, да, анклавы, назовем так. В рамках имущественного комплекса апарт-отеля в обязательном порядке должно быть не менее одного многоэтажного апарт-отеля, ну не менее 5 этажей, как и в изначальном проекте закона. И апарт-отель должен состоять из апартаментов в количестве не менее 2 и иных коммерческих помещений. Так. Также они предлагают поправки в редакцию проекта закона Республики Абхазия о сборе собственников апартаментов, предлагаемые политической партией. Так. Изложить пункт 1 статьи 4 проекта закона в следующей редакции. Базовая ставка сбора устанавливается в размере 2000 рублей за 1 квадратный метр апартамента. Если помните, в изначальном проекте было 1000 рублей, да. Они предлагают увеличить базовую ставку. А также... Нет, я сейчас оно есть дальше, да. И также добавляю, что изложить приложение номер 1 к проекту закона в следующей редакции. То есть тут разбивка по районам идет уже также, она отличается от первоначальной. Город Сухум-Гагорский район, здесь коэффициент 2, то есть в 2 раза больше. Гудаутский район 1,5, Сухумский район 1,5, Гулрибский район 1,5, Чимчирский район 1,5, Кварчальский район 1, Галский район 1,5. То есть, чтобы, если мы будем переводить это в реальные
суммы, то есть если изначально предлагалось в Гагарском районе, городе Сухум, если тут тогда 1,5, соответственно 1500 рублей за квадратный метр, то сегодня предлагается уже в этих районах прежде всего 4000 рублей за квадратный метр. Так, также предлагается поправка в редакцию проекта закона Республики Абхазия о внесении изменений в Земельный кодекс. Изложить статью 1 проекта в следующей редакции. Статья 17. Особенности предоставления земельных участков для строительства имущественного комплекса апарт-отеля. Земельные участки для строительства имущественного комплекса апарт-отеля представляют в соответствии с настоящим кодексом с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Предоставление земельных участков для строительства имущественного комплекса апарт-отелей районными или городскими органами управления осуществляется только после получения согласия соответствующего представительного органа местного самоуправления и по согласованию с правительством Республики Абхазия. Если вы помните, также было предложение, уже это я прежде всего коллегам обращаюсь, поскольку тогда уже был наш внутренний комитет, мы обсуждали это, было предложение о том, чтобы через народное собрание проходило выделение земельных участков. Здесь они предлагают все-таки обращаться непосредственно к местным собраниям, поскольку они являются, наверное, первыми людьми, которые в районе, в городе сталкиваются с этим вопросом, и они лучше знают, как следует распределять земли местного значения, имеющиеся у них. Тоже, на мой взгляд, очень интересное предложение. Так, и следующее, так, изложить пункт Г. Так. Это касается тех людей, кто приобретают данный вид имущества. Проживают на территории Республики Абхазия со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением о приеме гражданства Республики Абхазия в течение 20 лет непрерывно. Срок проживания на территории Республики Абхазия считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Республики Абхазия не более чем на 3 месяца в течение 1 года. Этот пункт в закон о гражданстве Республики Абхазия предлагается именно с целью того, чтобы эти люди имели как можно меньше возможностей в будущем для приобретения гражданства Республики Абхазия. Да, которые будут иметь это имущество. Сейчас, вот смотрите, речь идет, это статья 13 закона о гражданстве, прием гражданства Республики Абхазия в общем порядке. И здесь об иностранных гражданах как раз речь идет, и лицах без гражданства. Они предлагают внести, добавить пункт Г, и в итоге он будет звучать так. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Республики Абхазия в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица проживают на территории Республики Абхазия со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме на гражданство Республики Абхазия в течение 10 лет непрерывно. Срок проживания на территории Республики Абхазия считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Республики Абхазия не более чем на 3 месяца в течение 1 года. То есть они максимально усложняют возможность для этих иностранных граждан и лиц без гражданства получить гражданство. То есть это такой защитный механизм, который предлагает политическая партия Амцеха. Так, также они предлагают, когда идет речь о статье 14 того же закона прием гражданства Республики Абхазия в упрощенном порядке, изложить в следующей редакции. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Республики Абхазия, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Республики Абхазия в упрощенном порядке без соблюдения условий о сроке проживания, установленном в пункте Г части 1 статьи 13 настоящего закона, если указанные граждане и лица состоят в браке с гражданином Республики Абхазия не менее 10 лет и проживают на территории Республики Абхазия не менее 8 лет. Это также очередной защитный механизм. Предлагают также внести поправки в действующий закон Республики Абхазия об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия. В статье 50, пункт 2, порядок формирования и использования средств фонда. То есть этот фонд, который будет создаваться с использованием этих денег, полученных от данной площади, от данных площадей, они предлагают так его прописать. Источниками формирования фонда является сбор собственников апартаментов. Второе. Средства фонда используются на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия в порядке, установленном Кабинетом министров Республики Абхазия.
Третье. Приоритетным правом на обеспечение жильем за счет средств фонда обладают ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, родители, жены и совершеннолетние дети погибших участников Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, а также родители, жены и совершеннолетние дети военнослужащих, погибших либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в боевых действиях при защите Республики Абхазия. Объем использования средств фонда определяется законом о республиканском бюджете на следующий финансовый год. Вот это, в принципе, предложения, которые предлагает политическая партия Амцахара. На мой взгляд, очень многие из них достаточно интересны для обсуждения. Мы просим вас также подумать об этих предложениях, насколько они, возможно, как-то соответствуют и вашему духу, вашему мышлению, вашему пониманию того, как выходить из этой ситуации.